утра до 10 вечера практически находился в бассейне. Все-таки бассейн изменил мою жизнь. Она есть действительно. Я такой иногда задумываюсь, блин, если бы я не занялся спортом, ни борьбой, ни прыжками в воду, что я бы вообще делал бы? Действительно, вот вышел бы с интерната, закончил бы колледж, и не факт, что я буду работать по своей по своей профессии. Спасибо огромное, что они вообще встретились в моей жизни. И тренер по борьбе Мусин Рашид, и также Владимир Алексеевич. Просто Рашид Мусин, он просто взял, меня поднял до определенного уровня и просто передал другому человеку. Этот человек подхватил меня, поднял еще до одного уровня. Да. Сейчас авиация меня подхватила, и авиация поднимает вверх. А может, и вообще унесет до конца. Устроили меня на работу в качестве дворника в этом бассейне. Я работал тут, делал абсолютно все. Зарплата у меня была порядка 40 тысяч. Для меня 40 тысяч были огромные деньги. Я безумно радовался этому. Также наш тренер перевел наш зал в бассейн. В этом бассейне мы тренировались, занимались борьбой. Вот. Как уже потренировались там, в тренажерный зал пошли, покачались, потом душ, потом все идут в бассейн. И в этот момент я загорелся желанием заняться прыжками в воду. Я видел, как они там тренируются, и я сам себе сказал, так, я сейчас заранее одену плавки, потом одену тельник, ну тельник это борцовское, потренируюсь и туда пойду. Потренировался, но тренер нас не хотел отпускать, он сказал, что сейчас все пойдем в тренажерный зал. И я так кивнул головой, да, сейчас пойдем, сказал. Все ушли, а я выждал момент, когда он выйдет из зала. Я резко снял свой тельник и далее, и резко пошел в бассейн и запрыгнул в воду. Подплыл к нему. Я не знаю, как мы заговорили с ним. Встал я на трамплин, начал качаться и сделал бланш назад. А он удивился. Он говорит, ну-ка еще раз повтори. Еще раз сделал. Он начинает там всякие эмоции, там, да. И говорит, встань на тумбу. Я встал на тумбу и говорит, сделай спад вперед. Спад вперед это самая первоначальная школьная программа, именно прыжков в воду. Я сделал, 2-3 раза сделал, он мне говорит, иди залезь на 3 метра. Я в этот момент понимал, что я как бы свое тело еще не чувствую в воздухе. Каждый прыгун в воду, он должен себя чувствовать в воздухе и также и в воде. Вот. И когда я залез на 5 метров, он мне говорит, сделай тот же прыжок, который ты сейчас сделал с тумбы, с 3, и который я собирался с 5 метров, он мне говорит, сделай, давай. Ну, сделаешь, нет, короче, все. Я такой стою и сам себе говорю, либо сейчас, либо никогда. Я его быстро называю его. Я не говорю прям дядь Володя, я говорю, дядь, вот так вот. Ну, это как, я не знаю на русском, как сказать, Геркелисин. Как сказать на русском? Ну, балуешься просто, как отец, действительно. Мои первые соревнования прошли в мае 2017 году. Начали уже представлять уже свой город. Мы в синхронных прыжках с Алексеем Пригородовым заняли 2 место на чемпионате Астаны. Вот. И алматинцы стали первыми, а уже Караганда уже заняла 3 место. Вот. Это была самая первая медаль в большом спорте. В один момент он мне пишет сообщение о том, что предложили контракт в Южной Корее как спортсмену, пригласили работать. Вот. И я не стал долго думать, я сразу согласился. Предстояло нам лететь порядка 6 часов. Поездка была довольно-таки такой долгим для меня впервые, потому что я еще так не летал, так долго в самолете. Настолько было шоу серьезным, то что там все присутствует, все, и каждый человек отвечает, у каждого человека есть своя обязанность. Этот человек делает это, и никто ни другому не мешает. Для нас было это шоу как работа и спорт, потому что мы должны были себя тренировать, мы должны были всегда быть в тонусе, всегда прогрессировать, делать какие-то новые
прыжки, новый элемент. В связи с пандемией, всей этой ковидной ситуацией во всем мире, у всех все приостановились, и также моя работа приостановилась в Корее. 2 месяца я сидел, ждал. Я уже понимал то, что у меня есть, была мечта, и я ее всегда откладывал на потом, так как у меня была работа своя основная. Так как уже основная работа уже стала, и я уже начал готовиться к своей мечте, чтобы ее осуществить, вот, работать бортпроводником. И я подал резюме свое. Перед тем, как подать, я тренеру позвонил, сказал, все это объяснил ситуацию. Он одобрил, можно так сказать, и поддержал меня в этой моем выборе. И он до этого даже знал, что я хотел в авиации работать. Первый же день нас начали ознакомливать авиакомпания Flyrstan, какие у нее будущее наперед и сколько сотрудников работает. Вот. Да, было очень сложно, куча информации, и приходилось как-то быстро впитывать всю эту информацию. Мой самостоятельный полет был в Актау. Мой самый первый самостоятельный полет. Я ее никогда не забуду, буду помнить всегда. Люблю я свою работу тем, за то, что я встречаю абсолютно разных людей. Бывают люди, когда просто подходят и говорят, ты был тот раз на таком рейсе, я вас видел. Они просто здороваются. Бывает момент, когда здороваются, ты их не узнаешь, они тебя узнают в твоей работе. В своей работе отдаюсь максимально. Люблю своих коллег, можно так сказать, потому что мы дружная семья, мы вместе работаем, друг другу помогаем. Неважно, в работе ты или нет, за пределы работы, мы всегда поддерживаем связь с ними. И также летаем со своими коллегами на свои выходные или же на свои отпуска, договариваемся, куда-то полететь, планируем. Спасибо Air Astana за то, что появилась у нас такая прям великолепная авиакомпания, лоукостер Flyrstan. Эта компания дает возможность людям летать, тем людям дает возможность, которые не летали. Вот именно Flyrstan дала возможность летать этим людям, впервые побывать в небесах. Я это вижу со стороны, потому что я вижу тех пожилых людей, которые никогда не летали. Они бы не летали бы, но так как и у нас существует и есть такая как авиакомпания лоукостер, Flyrstan, вот, и у них есть возможность. Вижу, как люди с Кудалока или со свадьбой. Видел я невест, которые прямо целой группой садились в самолет и общались, и также нас ознакомили. Вот наша Келинка летит. Я безумно люблю свою работу. Я максимально отдаюсь своей работе, я это прям чувствую. Я чувствую, и также чувствуют пассажиры. Конечно, хочется связать свою жизнь прям максимально полностью авиацией. Дальнейшие мои планы — то, что податься на пилота, и люди со стороны смотрят, когда ты в форме идешь. С таким восхищением на тебя смотрят, когда ты пилот. А чтобы дойти до этого, нужно не переставать мечтать, работать и идти дальше, не предавать свою мечту.